Республиканские депутаты намерены увеличить дорожный фонд. Речь идет о сумме порядка 200 миллионов рублей. Где именно планируется найти дополнительные средства, расскажет Константин Кравцов в рубрике «Парламентский дневник». Собственно, деньги уже есть. Это штрафы нарушителей правил дорожного движения. Однако до последнего времени средства проходили мимо республики. Логика такая, почему бы нарушителям правил дорожного движения не улучшить местные дороги? Предполагается, что благодаря этому дорожный фонд Хакасии ежегодно сможет получить 200 миллионов дополнительно. Сейчас он пополняется из разных источников. Это акцизы на ГСМ, транспортный налог, плюс ряд других статей. В 2017-м общая сумма составила почти 1 400 000 000. Деньги идут не только на ремонт дорог, а также дворов и проездов к ним. Если инициатива Минтранса пройдет, то дополнительные средства в фонде появятся уже с 1 января, а значит и объемы ремонта увеличатся. У нас там он почти полупустой, этот фонд-то не сильно богатый, его надо пополнять действительно. Депутаты обсудили еще один законопроект. Речь идет о безопасности фактически каждого жителя Хакасии. Предлагается значительно усилить пожарный контроль в зданиях с массовым пребыванием людей. Как показывают проверки, те же развлекательные центры расположены в неприспособленных помещениях. Пример тому – трагедия в Зимней Вишне. Предлагается сделать обязательным участие Пожнадзора в проектировании того или иного здания. Это позволит соблюсти все нюансы пожарной безопасности. Не скажу, что у нас там сотни или тысячи, но десятки предприятий, таких помещений сегодня не соответствуют нормам пожарного надзора. Или по дымоудалению, загоранию, которое там происходит и так далее. Эвакуация людей в случае пожаров. Многие вот эти учреждения, к сожалению, там 27 лет, 28 их называли, они не соответствуют. Сейчас внесены все предложения органов пожарного надзора по их устранению. Верховный Совет намерен придать важности своим запросам. Президиум поддержал инициативу коллег из Красноярского края, которая призвана приравнять статус обращений региональных депутатов к статусу депутатов Госдумы. Проблема в том, что сейчас федеральные структуры часто игнорируют соответствующие запросы, как таковых санкций за это не предусмотрено. С принятием закона среагировать на обращение регионального депутата придется в течение 15 дней. Сегодняшний день мы с вами, обращаясь в территориальные органы федеральной власти на территории субъекта, чаще всего идем по федеральному закону, как физические лица, по обращению граждан. А поэтому мы должны совершенно иной статус придать нашему депутатскому запросу именно в рамках парламентского контроля. Парламентарии уверены, если депутатский запрос получит иной статус, значительно вырастут и возможности парламентского контроля. Ну а теперь, что касается образования и культуры. Новый председатель профильного комитета в Верховном Совете Оксана Разварина рассказала о первостепенных задачах. Комитет намерен проводить взятый прежде курс, связанный с ремонтом и строительством школ. Плюс к этому необходимо проводить большую работу по переукомплектованию. Многие учреждения, особенно сельские, нуждаются в новых партах, например. Это же касается и домов культуры. Разварина сообщила, что намерена добиваться максимального участия в федеральных программах. Ну а сейчас главная задача для нового председателя – разобраться с зарплатами педагогов и работников культуры. В ближайшее время мы собираем рабочую группу, сейчас собирают тоже материал совместно и с профсоюзами, и с представителями учительских коллективов, именно вот на тему заработной платы, на тему повышения базовой ставки. То есть там одна часть повысилась, другую часть уменьшили, оставив, скажем, в тех же границах. Вот у учителей вопросы возникают, а раз возникают вопросы, значит, надо их каким-то образом решать. Ну и, конечно, это не только учительство, это, как вы правильно сказали, это и работники культуры,